Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим работать с материалами над моделью, которую мы с вами делали на прошлом уроке. Мы сделали такой домик небольшой и сделали забор с помощью модификатора Array. Но перед тем, как мы займемся нашими материалами, хочу вам еще раз немножко рассказать и показать о том, что у Blender, помните, мы проходили, что он многооконный, это многооконная программа, и мы можем создать с помощью курсор, наведя на угол, потянуть и создать второе окно, в котором мы уже сверху в меню, нажимая левой кнопкой мышки, можем вытащить такой список, в котором можем выбрать окно с материалами. Для редактирования материалов это шейдер. Вот такое окно, шейдер эдитор. И мы видим, что здесь есть то же самое, что и здесь есть окно материала, это base color и так далее. Это все повторяется, ничего сложного здесь нет. Просто удобнее работать с такими нодами. Это называется ноды. И мы с вами рассмотрим, не обязательно, конечно, их сейчас использовать, но чтобы вы знали, что таким образом тоже можно заниматься настройкой материалов. Так, теперь первый материал, который мы с вами создадим, давайте начнем с простого. Создадим мы, скажем так, траву, внизу, и сделаем его зеленого цвета. Конечно, на самом деле, когда мы пройдем с вами текстуры, все это дело делается с помощью текстур, но пока мы будем заливать это просто цветом и использовать разные свойства света, отражения на этих материалах. Мы создадим с вами новый материал для этой плоскости, new материал, либо это можно было сделать тут наверху, new, если использоваться этим окном. И, конечно, мы выбираем зеленый цвет для материалов. И смотрите, здесь обязательно переименовываем. Трава назовем, так как у нас цвет зеленый. И посмотрим, как это будет выглядеть. Сейчас мы находимся в режиме моделирования, поэтому здесь не видно. В этом уже видно, как наша модель выглядит с материалами, но как будет выглядеть в рендере, мы видим только в 4 режиме. Видите, когда у нас включается свет, мы видим, что уже цвет он неравномерный, реалистичный, и цвет не такой яркий, как здесь. Поэтому регулируем оттенок и так далее уже с включенным светом. На самом деле, даже перед настройкой материалов лучше всего поставить камеру. Для этого, чтобы самый быстрый способ постановки камеры, это выделяем эту камеру, смотрим, как хотелось бы поставить камеру, и самый быстрый способ это Ctrl-Alt и нолик. И мы видим, что у нас камера начинает ставится ровно туда, куда смотрела наша обычная камера. Здесь во вкладке меню N, как я уже говорила, можно также включить Lock Camera to View, двигать камеру как нужно для того, чтобы захватить нужную нам область и сделать такую рендер-картинку. Пусть она будет такая. Фиксируем, обязательно убираем эту галочку, меню N закрываем. И так как я не буду пользоваться пока этим окном, поставлю так. Теперь мы видим цвет, мы можем его сделать более тусклым, темнее сделать. И также мы сейчас займемся другими материалами. Для забора мы возьмем новый материал, назовем его дерево, скажем так. Тут то же самое, можно было бы использовать текстуру, пока мы все красим в цвета обычные. Как взять коричневый цвет? Надо для этого сделать темнее нашу палитру чутка. И уже видим, что у нас перекрашивается вся область. Немножко оттенок можем подобрать нужный. Для забора меня устраивает такой цвет. И дерево. Здесь мы уже не создаем новый материал, так как материалы повторяются. Выделяем наш забор и просто тут, нажимая из списка, выбираем нужный нам материал. Здесь мы
можем сделать, давайте сделаем, начнем с крыши. Здесь напишем, что это будет крыша или покрытие для крыши. Сделаем его красного цвета. Берем такой оттенок красного. Ничего не делаем дальше, потому что у нас весь дом покрасился в цвет крыши. Для второго материала, так как дом это цельная модель, но при этом у нас будет отдельно дверь и так далее, нам нужен еще один слот. Давайте мы возьмем дерево. Будет во втором слоте у нас дерево, но ничего здесь не меняется. Для того, чтобы здесь дверь именно покрасилась в коричневый цвет, мы должны зайти в Edit Mode, обязательно Edit Mode, и берем плоскость для двери, плюс Ctrl+, чтобы захватить все соседние плоскости. Мы выделение используем Ctrl+. Далее берем дерево и делаем Assign. Все, мы применили ассайном именно в Edit моде нужные нам материалы. Вот. И теперь сделаем новый слот, сделаем здесь уже новый материал. Пусть он будет белым, назовем его белый материал, да. И мы уже должны покрасить все остальные тоже немножечко вручную. Будем выделять наши стены, которые собираемся красить. Держим Shift и левой кнопкой мышки начинаем выделять все нужные нам плоскости. Далее мы выделяем белый цвет обязательно здесь в списке и делаем Assign. Таким образом мы видим, что все стены у нас покрасились в нужный нам цвет. И осталось у нас окна. Окна мы давайте покрасим в черный цвет. Назовем его материал черный. И здесь в Base Color сделаем его темным. Либо мы можем сделать его на самом деле темно-синим цветом, цвет стекла. И уже знакомым нам способом в Edit моде Ctrl+, делаем синий и сделаем Ctrl+ синим. Ну, можно переименовать. Так, синий. И получается, мы в рендере уже видим наш домик. На заборе все это видно. Свет у нас есть. Со светом мы можем немножко настройки поменять, посмотреть, как это будет выглядеть. Использовать, допустим, солнце с силой 3 или 4, чтобы для естественного освещения уличного. Так, и мы видим с вами, что у нас есть рендер. Немножко у нас, конечно, рендер имеет такие тени, достаточно угловатые. Но ничего страшного, мы с этим еще разберемся. Но пока оставим так. Кстати, можно посмотреть еще, на самом деле есть разные виды рендер движков. Это у нас Cycles, старый движок, предыдущий, ну не до сих пор, конечно, актуален, но он не может в реальном времени. Он состоит из квадратиков, строит. Ну, давайте мы не будем пока экспериментировать. Он очень требователен к характеристикам компьютера, может подвисать и так далее. Оставляем обратно Eevee и делаем рендер. Eevee, кстати, делает очень быстрый рендер. Мы видим вот тут сзади серую область, забор наш и домик. На самом деле здесь можно много-много детализировать, работать с задним фоном и так далее. Но на этом уроке мы с вами повторили, как использовать несколько материалов на одной модели. Спасибо за внимание.